С момента обретения независимости народ Туркменистана находился под гнетом сначала диктатора Сапар-Мурата Ниязова, а с 2007 года правящий клан отца и сына Бердымухамедова, и власть ведет войну против собственного народа. Пришедший к власти сын бывшего президента Бердымухамедова лишь подтвердил, что страна находится в руках одной семьи, а богатство и ресурсы принадлежат исключительно им. Однако им этого мало. Они ждут рабства в 21 веке прямо на глазах всего мирового сообщества. Нейтральное государство превратилось в коррумпированную диктатуру, где каждый гражданин вынужден платить взятки, а силовики имеют абсолютную власть над народом, применяя насилие даже к инвалидам. Как это произошло в Ташаузе с Матьякубовым Абдулла, житель города Ташауза, инвалид второй группы, лишь один из немногих примеров того, как власть устраивает преследование и насилие в отношении непокорных граждан. В Туркменабаде Разыгуль Балтаева стала жертвой систематических преследований. Ее дочь и внучка также не избежали жестокого нападения на них со стороны властей. Граждане страны не могут получить заграничные паспорта, с них требуют взятки от 300 до 1000 долларов. А несовершеннолетним детям неофициально вообще запретили покидать страну. В стране процветает антисемитизм. Мы обращаемся к Верховному комиссариату ООН по правам человека с просьбой принять меры по прекращению этой жестокой диктатуры и защите прав и свобод народа Туркменистана. Спасибо за внимание. Adam yolu, adat yolu, aklına değme, aklına değme.